Приветствую в студии Национального. Вы смотрите программу «Главное». АвтоВАЗ входит в число системообразующих предприятий России, и действительно, это предприятие играет значительную роль в экономике. Завод собирает команду со всей страны. Крупнейший производительный комплекс предлагает вакансии ингушским соискателям. Условия труда, режим работы и уровень заработной платы в компании обсудим сегодня с гостями нашей студии. Мустафа Цуров, руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России по Республике Ингушетия, директор Северокавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова. Салман Кулбужев, директор Центра занятости Сунжинского района, и Илес Тимирханов, руководитель отдела трудоустройства Северокавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова. Я вас приветствую в нашей студии. Здравствуйте. Начнем, наверное, с новости, что на сегодняшний день в АвтоВАЗ трудоустроено 27 жителей нашей республики. Расскажите немного подробнее об этом. 6 октября текущего года у нас с рабочей поездкой побывал президент АвтоВАЗа Максим Юрьевич Соколов. Вместе с ним 3 его вице-президента были. Они встречались с главой. Мы в администрации главы провели региональное правление, провели совещание правления, где обсудили ряд вопросов, и Максим Юрьевич со своей стороны поставил перед нами, перед региональным отделением «Союзмаш» ближайшие несколько вопросов, задач таких, которые мы должны решить в ближайшее время. Помимо того, что он президент АвтоВАЗа, он еще курирует региональное отделение Республики Ингушетия как вице-президент Союза машиностроителей России. Союз машиностроителей России – это отраслевой союз работодателей, возглавляет его руководитель Ростеха Сергей Викторович Чемизов, и соответствующим образом у него заместители, вице-президент этих организаций, это одним из них является Максим Юрьевич Соколов, который курирует 4 региона – нас, Чечню, Челябинск и Санкт-Петербург. Вот в ходе этой рабочей поездки по региональным отделениям он встретился с нами, обсудил очень много вопросов. С АвтоВАЗом до приезда Максима Юрьевича у нас побывал еще один вице-президент АвтоВАЗа по кадровому обеспечению. Вся эта работа была проведена в рамках работы главы и правительства по привлечению и по подготовке наших жителей республики по очень остро востребованным техническим специальностям. Как мы знаем, у нас первые несколько лет мы занимались кадровыми, финансовыми вопросами, республика испытывала финансовые проблемы, и сегодня стал вопрос о том, что надо развивать промышленность. И для развития промышленности нам остро необходимы профессиональные кадры, именно технических специальностей. В рамках этой поездки между нами были заключены несколько договоров с АвтоВАЗом, я имею в виду именно мой колледж. В рамках этих договоров, там договор о практической подготовке обучающихся в рамках проектно-ориентированной деятельности, дуальная такая форма обучения. Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентов. Заключен договор о трудоустройстве студентов, выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования. Не именно там ученики моего колледжа, а любые выпускники колледжа, которые изъявляют желание трудоустроиться на АвтоВАЗ, они централизованно будут приняты. Дополнительно там, после принятия, АвтоВАЗ на себя берет ответственность в рамках своего учебного центра, а у них очень мощный учебный центр, порядка 25 тысяч человек в год. Они проводят повышение квалификации, подготовку и переподготовку. Как мы знаем, сотрудников АвтоВАЗа сегодня 40 тысяч. Это город в городе, это огромное предприятие. И вот в рамках нашего договора они на этом учебном центре своем переобучивают на ту специальность, на которую поступающие, желающие трудоустроиться на завод, изъявят желание. То есть вы предоставляете кадры,
они Да. могут уже на месте их переобучить. Да, если, например, мы посылаем там электромонтажника, там, газовика, там, сварщика, это те профессии, которые им и так нужны, там вообще переобучить не надо. Но если молодой человек, например, ставит вопрос, хочу маляром поработать или на сборочном конвейере, это совершенно другая профессия, и тут уже АвтоВАЗ в течение месяца переобучивает его за свой счет. Берет на себя обязательства, переучивает за свой счет, и во время обучения он получает заработную плату как сотрудник. Там помимо этого огромный пласт стимулирующих таких выплат со стороны АвтоВАЗа. Например, если зарплата в среднем составляет от 40 до 70, до 80 тысяч рублей, смотря от профессии, ежемесячно АвтоВАЗ выплачивает более 10 тысяч рублей для жилья, для помощи аренды жилья. Плюс к этому полный соцпакет. Если, например, поехала молодая семья, там бесплатные места для детских садов. Если поехал молодой человек, выпускник колледжа, то 10 тысяч – это приветствие колледжа. Плюс сейчас мы договорились, что безвозвратно в виде меры поддержки каждому трудоустроенному АвтоВАЗу будет выделять порядка 200 тысяч рублей, подъемные так называемые. Но они не будут выплачиваться одномоментно, там 40 тысяч с первой зарплатой. Там. А средняя заработная плата какая? От 44 до 78-80 тысяч. Как правило, я как руководитель говорю, что любой работник, который трудоустраивается, он не получает максимальной надбавки, там, не получает максимальную там, заработную плату. К нему присматриваются, смотрят, как он работает, какая востребованность именно в нем. Если этот сотрудник себя проявляет хорошо, соответствующим образом, эта зарплата растет. И заработная плата. Зарплата растет. А тот АвтоВАЗ гарантированно выплачивает, смотря от профессии. Там трехсменная форма работы. Если ты, например, берешь еще вторую смену, выходишь, то зарплата идет в двойном размере. Плюс к этому, вот сегодня у нас 27 человек там работают. В обед АвтоВАЗ берет на себя обязательство доплачивать за обед своего сотрудника. То есть обед обходится 38 рублей. Плюс к этому, если санаторно-курортное лечение выезжает сотрудник, то от 80 до 90% потраченных денежных средств на отдых возвращается АвтоВАЗом. Льготное лечение. Льготное лечение, у них свои больницы. Плюс к этому скидка 10% на производимый АвтоВАЗом товар, то есть на машины. Ну, это уже льготы по трудоустройству. Почему вот мы вот с АвтоВАЗом именно? Вы знаете, нам нужны трудовые ресурсы, трудовые кадры, именно технические. Мы можем обучить любого, но, к сожалению, опыт работы. Самое главное – это опыт работы. Молодой человек, поехал, например, на АвтоВАЗ, проработав 3-4 года, если он вернется, он откроет техническую станцию обслуживания автомобилей. Да, конечно, да. Он уже профессионал, он разбирается в этом вопросе. Нет желания он открывает, а открывает по своим возможностям уже. Теория это одно, практика да, совсем практика другая. Да. Плюс к этому у него остаются связи. Республика получает высококлассного профессионала. Мы сейчас в рамках вот тех договоров, которые заключили, подготовили 25 учащихся вторых-третьих курсов, которые будут выезжать на трехмесячную производственную практику. Переезд и желающих трудоустроиться, и студентов, которые едут на практику, перелет, все это обеспечивает АвтоВАЗ, оплачивает, покупает билеты. У нашего аэропорта в каждое воскресенье самолет, прямой рейс, 1:40 уже в Самаре. Плюс к этому мы заключили договор о дуальной форме подготовки. Что это говорит? Это говорит о том, что 75 человек, которые сегодня подписали договор, это студенты первых курсов, помимо своей основной стипендии, там 450 рублей стипендии, АвтоВАЗ ежемесячно доплачивает по 6 тысяч рублей до окончания срока обучения. После окончания срока обучения этот молодой человек с дипломом, уже гарантированное место у него, он едет на АвтоВАЗ и начинает работать.
Салман Александрович, как обстоят дела на рынке труда на сегодняшний день? Ну, состоит у нас как бы в Республике Ингушетия зарегистрированных граждан как безработных на сегодняшний день чуть больше 24 тысяч человек. Это получается порядка, чуть меньше 9%. Это именно уровень регистрированной безработицы. Именно уровень общей безработицы, да, по нашим цифрам, это чуть больше 27%. Ну, понимаем, что, конечно, это меньше, чем в предыдущие годы, да, работа проводится и правительством, и главой республики, да, мы куда-то открываются какие-то рабочие места, школы, мы это все видим, все это показывается на телевидении, люди трудоустраиваются, но все равно, очень, если сравнивать с другими регионами, у нас очень много безработных. Органами власти, конечно, работа проводится, мы все это делаем, да, даже в рамках сотрудничества в Самарской области, где люди выезжают, стараются трудоустроиться, где непосредственно их руководство, сами руководители приезжают, показывают свои предприятия, приглашают людей, работа, все это проводится, это все тоже как бы наше правительство, наша глава, где все это организовывается. Но все равно, как бы это ни звучало, наши люди пока слишком много работать не хотят. Им, то есть они безработные не потому, что нет работы, а потому что нет желания. Вот сегодня даже, да, вот на сегодняшний день, там, не говоря уже о других субъектах Российской Федерации, вот Республика Ингушетия, на портале «Работа в России» висит порядка 580 вакансий. Да, мы не говорим, что там миллионами зарплата, да, это средняя заработная плата, хотя минимальный размер оплаты труда, я еще раз повторяю, много зависит от человека самого, по-любому человек, когда принимает на работу, ему никто не обещает максимальной зарплаты, максимальных надбавок, но выйти на работу, начать работать, да, у нас есть. Пусть это будут и технические, и экономические, и спортивные какие-то профессии, медицинские профессии, все это есть, но мы же не говорим, что человек что он сразу будет 50 тысяч или 100 тысяч получать зарплат. Таких зарплат мало, и не то, что в Республике Ингушетия, и в регионах. Но я еще раз повторяю, когда человек хочет начать работать, начать получать какой-то хотя бы минимально, да, у нас мы даже взаимодействие с частными агентствами занятости, да, где они тоже работают, представляют вакансии, где все это регистрируется на портале «Работа в России», они также на портале «Работа в России», да, вот непосредственно мы видим, что это единая цифровая платформа, все наши вакансии, не то что в Республике Ингушетия, да, выбираешь любой регион, посмотреть, какие вакансии, какие-то заработные платы, провести какие-то там, я не знаю, чтобы им позвонили, поговорили, все это можно получить, все эти услуги в центрах занятости. Примерно человек просто, сидя у себя дома, зашел на портал «Работа в России», выбрал ту специальность, в которую он бы хотел бы выехать или там поговорить, может прийти в свой центр занятости, сказать вот специалистам центра занятости, вот я там смотрел на портале «Работа» в таком-то регионе, вот была такая вакансия, там не можете ли организовать собеседование мне, да, там пусть это будет онлайн-собеседование, да, но в таком формате, чтобы вы стали гарантом, сотрудники центра занятости проведут эту работу в любых регионах в Российской Федерации, где покажем, поговорим, проведем видеоконференции, да, чтобы он непосредственно мог пройти работу, пройти собеседование с работодателем и какую-то информацию получить. Поэтому человек, если хочет работать, в Республике Ингушетия работать найти можно. У нас много организаций, которые обращаются, даже неофициально, да, подходят там, вот нужен такой специалист, посмотрите, пожалуйста, у вас есть, да, подходящий есть, вызываешь человека. Особо работать не хочет. А вот вызываешь, говоришь, вот такая вакансия есть, вот контактные данные, хочешь, мы тебя завтра подойди, вот номер телефона работодателя, человек отказывается идти на работу. Каких кадров не хватает в республике? Ну, у нас вот список профессий, он есть и экономические, и, я не знаю, спортивные, медицинские, технические, да, вот мы спокойно можем это все увидеть. У нас, и мы спокойно видим, что и стоматологическая клиника даже, да, где врачи есть, очень много врачей, да, которые вакансии поданы, любая специальность есть, любая, да, найти, начать. Самые у нас такие большие наши, это швейное объединение, где непосредственно на сегодняшний день, прямо вот сейчас они готовы принять и переобучить, я так понимаю, у них даже есть договоренность с топливно-энергетическим колледжем, да, где они людей Назрановского района на базе швейного объединения с помощью топливно-энергетического готовы переобучить, обучить, и чтобы они непосредственно, они сразу прям до обеда учились, после обеда проходили практику прямо на базе швейного объединения. Им сегодня не хватает порядка 200 человек. Прямо сегодня они готовы взять на работу.
мы понимаем, что первоначально у них тоже небольшие заработные платы, но есть доставка до места работы, до места обучения, есть обеды, это все не выходя со своего, как можно, учебного и рабочего места. Бесплатно. Да, это все бесплатно, и на данном этапе наши работодатели, как и работодатели, стараются, чтобы весь комплекс услуг получить, не выходя с рабочего места, да, и обед, и отдых, и так далее. Поэтому мы видим, что рабочих рук не хватает как и за пределами, так и в Республике Ингушетия. Какой выход вы видите из сложившейся ситуации? Умы поменять людей невозможно. Понятное дело, что каждый сейчас думает по-своему, но хотелось бы именно касаемо вот той работы, которая проводится за пределами, особенно, да, той молодежи, которая на данном этапе немножко может, как сказал коллега наш, что немножко боязнь родителей отпускать своих детей. Честно говоря, выезжать, получать какой-то опыт работы, да, мы много общались с родителями, родители, которые говорят, там можно очень много проблем найти. Поверьте, любой соискатель, который и дома у себя может найти, если не больше, то, по крайней мере, не меньше проблем, чем за пределами. Если у молодого человека там есть, можно сказать, цель, да, там, получить какое-то образование, какой-то опыт работы, ничего там, никуда-то не искать приключений, то найти опыт работы, получить хорошую специальность и приехать обратно в республику хорошим специалистом есть очень хорошая возможность на данном этапе. Очень хорошая. Именно, я всегда говорю касаемо той же Самарской области, потому что там же не только АвтоВАЗ, там очень много предприятий, которые контактируют именно с АвтоВАЗом. Это параллельно предприятия, которые помогают в чем-то. На каждом этом предприятии можно получить хорошую специальность, да, обучение. И приехать в республику уже, можно сказать, по крайней мере, очень хорошим специалистом. В социальных сетях часто можно увидеть о том, что вот хочется работать, а работы нет. У нас очень много работодателей, людей, которые приходят, нужен такой-то человек. Вот подыщите, пожалуйста, среди своих кадров такого-то человека. Есть у вас сейчас, покажите, по специальности, такой-то человек. Ты говоришь, да, есть. Давайте, можно, я здесь подожду, давайте мы с ним созвонимся, просто сразу сделаем, выйдет ли он на работу. Ты начинаешь разговаривать с человеком, он не хочет работать. Они ссылаются на очень много причин, где непосредственно человек просто потом один раз, такой работодатель, он же не каждый раз приходит. Один раз пришел, человек отказался, второй раз отказался, он уже не приходит. Он начинает, мы видим все, требуется такой-то работник, требуется такой, в этих же социальных сетях мы очень видим много реклам, обращений, где требуются работники. В те же магазины и так далее, продавцы. Очень много вообще вакансий, которые даже не приходя, не размещая, ищут просто в социальных сетях. А помимо государственного портала «Работа в России» есть же очень много частных центров занятости, да, частных порталов, где и работы, и так далее. То поэтому найти можно всегда, если захотите. Да. Ильяз Назирович, вы руководитель отдела трудоустройства. Вот за последние годы сколько студентов, выпускников только вашего колледжа удалось трудоустроить? За последние 3 года у нас выпуск составил в разных направлениях, это 1880 выпускников, студентов. Из них у нас на сегодняшний день уже трудоустроено 1049 человек. Уже трудоустроено. То есть к вам работодатели обращаются, говорят, что нам нужны какие-то определенные кадры. Вы заключили с ними договор. Как это все происходит? Как вы и сказали, да, естественно, обращаются в связи с потребностью специалистов, обращаются и в колледж, и в отдел трудоустройства. Также нам в этом направлении помогает наш директор Мустафа Туганович. Он всегда нас направляет, так сказать, путеводитель. Мы связываемся с организациями разных типов, разных масштабов и за пределами республики, то есть по России. И это наши предприятия тоже, с ними мы тоже сотрудничаем. Заключаются договора, заключаются соглашения о трудоустройстве выпускников, подбираем кадры и направляем в организации. А вот какие самые востребованные профессии на сегодняшний день? На сегодняшний день я бы сказал, что именно нефтяное направление более востребовано, потому что эти вакансии всегда высокооплачиваемы, и люди, проживающие и в республике, и наши студенты всегда целенаправленно хотят в это направление трудоустроиться. А сами студенты изъявляют желание, приходят и говорят, вы можете нас трудоустроить? Конечно. В принципе, у нас работа строится так, что мы, когда им остается еще год до выпуска, мы
полностью проходим по всем студентам, спрашиваем, интересуемся, куда бы они хотели трудоустроиться. И, естественно, уже до того, как они... какую-то базу. Да, у нас есть своя база, да. Мы уже подбор делаем, связываемся с разными предприятиями, тоже как и с ЦЗНами Республики Ингушетия мы работаем. Работаем с организациями, которые за пределами, у которых у нас есть договора. И средства массовой информации, также вот работа РУ, работа России. Там есть много вакансий, которые можно подобрать и согласовывать с ребятами. Топливно-энергетический колледж готовит студентов для целевого обучения на 125 мест с целью дальнейшего трудоустройства АвтоВАЗ в Тольятти. Расскажите нам немного об этом. Были выделены 25 мест для прохождения производственной практики и 100 целевых договоров, 100 целевых мест. К сожалению, по целевым местам у нас мы набрали только 75 человек. 25 человек по настоянию родителей. Родители резко озаботились судьбой детей, которые идут на первый курс. Захотели после колледжа, чтобы они не пошли работать, а пошли в высшее учебное заведение. Поэтому забрали свои заявления. Но 75 человек железно решили связать свою судьбу с АвтоВАЗом. Это первый вопрос. Второй. Вот мы сейчас вот до этого обсуждали рабочие места внутри республики. На швейной фабрике огромная потребность в рабочих кадрах. Там мы должны понимать, что коммерческие предприятия зависят от рынка сбыта. Если есть какой-то тендер, если есть какой-то объем работы, его надо быстро и качественно сделать, значит, требуются рабочие. В рамках трудоустройства, привлечения трудовых ресурсов мы прямо в швейной фабрике, Министерство образования и правительство пошло нам навстречу, организовали типа филиала, отделения нашего колледжа. Там до обеда получают молодые люди теорию, после обеда практика. На практику туда наши студенты ездят с Малгобекского района, швейная фабрика вкладывается в ГСМ, мы их туда возим. Возим на практику, не просто возим, а они еще оплачивают им практику наравне с рабочими. Я уже не говорю о том, что бесплатное питание. Там, практику сколько нужно проходить? 2-3 месяца? Трехмесячная производственная практика. Вы не представляете, вот есть Икажево, самое крупное село, по-моему, Российской Федерации. Алиюрт, Сурхахи, швейная фабрика Алиюрте находится. Мы набрали только 20 человек. Работать некому. Вот это один вот такой показатель. Второй. У нас за последние года реанимировано и введены в строй очень много предприятий. Да, я могу понять, когда на РИАК, например, нужен литейщик, мы литейщика там одного целое там разворачивать производство, подготовки, чтобы выпустить одного-двух литейщиков, это нецелесообразно. Но тут есть вариант трудоустроить за пределами, чтобы он набрался опыта, и потом завтра он придет, и уже у него будет рабочее место. Не хотим. Не престижно. Когда у нас молодежь по республике машины крутят, ездят, там, выйдите вечером на любой населенный пункт, огромное количество у нас перенаселения, у нас огромное количество аварийных ситуаций на дороге. У нас, к сожалению, не все нормально и с наркологической ситуацией. Вот из этой среды, вот я не понимаю просто родителей, из этой среды вытащить молодого человека, послать его на обучение, на работу, он зарабатывает, он становится самостоятельным, он понимает, что мир огромен, помимо Ингушетии есть огромный мир, он узнает другую культуру, он показывает свое воспитание. Со временем он приезжает, женится, с женой уезжает там. Вот этот путь, мне кажется, более продуктивен, намного лучше. 58 тысяч вакансий в городе Самаре. 58 тысяч.
Всего в службе занятости на учете у него стоит порядка 7 тысяч. 8 тысяч, да. 7-8 тысяч. То есть они готовы предоставить 58 тысяч рабочих мест. 58 тысяч для нашей рабочих мест. республики. АвтоВАЗ сегодня готов предоставить 4 тысячи рабочих мест. 4 тысячи. Мы туда вот, в течение полугода огромные 27, цифры, 27 на самом человек. 27 человек направили. Но целевую подготовку еще 75 проходит. Ну, 25 на практику пошлем. Мне кажется, просто, может, или население не до конца понимает, или считает. Как донести до населения? Вот как вы считаете? О, это трудный Мы вопрос. на своих площадках очень часто говорим о том, что рабочие места, как бы, идите работайте, есть работа. Ну, почему-то желающих очень. Ну вот, выступая и в Народном собрании, и на совещаниях, глава республики постоянно говорит, вот мне предприниматели обращаются с просьбой оказать содействие в трудоустройстве. Мы построили огромное количество предприятий. Конечно, когда начинаешь заливать фундамент, одновременно надо закладывать учебные заведения, будущие трудовые ресурсы. То есть вот АвтоВАЗ не просто так, Думаете, и о кадровой договор, политике да, тоже, думать. да. А мы, как правило, построим завод, потом начинаем искать кадры. Выпускник колледжа – это человек, который теоретически все знает, но у него нулевой стаж работы. Практически ничего, да? Предпринимателю требуются опытные сотрудники. Плюс к этому у нас есть предприятия разных направлений. Например, учебные заведения не могут под каждого предпринимателя там материально-техническую базу формировать. Его же на чем-то надо учить. Если я его научу на каком-то оборудовании, он пойдет на заводе, будет стоять другое оборудование, его надо переподготавливать. Это потеря опять ресурсов. Поэтому процессы стажировок предварительно дают понять молодому человеку, его это или не его. Но, к сожалению, на сегодняшний день ситуация такая, что большинство старается у нас поступить в высшее учебное заведение. Я, например, знаю, Салман тоже знает, и вы, наверное, в курсе, что у нас огромное количество родственников с высшим образованием сидит дома. Да. Да, да. Я знаю, даже выпускники есть английского Кембриджа сидят дома. У нас в республике там несколько человек обучилось. Вот если что-то случилось у нас, например, с машиной, возьмем машину, начинаем обзванивать всю республику, искать лучшего специалиста. Мы же не ищем там директора, еще кого-то. Мы ищем простого электрика, но он должен быть лучше. Да. Если дома нам проводку провести, интересуемся, родственником, кто делал, кто хорошо делает. Штукатурку кто хорошо делает. Вот этого вот, на перспективу, на дальнюю мы не играем. Мы всегда играем на короткие расстояния. Обучился, стал, родители почему-то распланировали жизнь ребенка по часам. Так, закончил ЕГЭ, так, не получилось. На следующий год попробуем, так, где бы тебе отсидеться? Давай в колледж, раз его в колледж. Через год он опять на ЕГЭ бросает это, не докончив, это туда. У нас всегда почему-то в приоритете это высшее образование. Да. Я считаю так, любой ингуш должен обладать профессией. Любой выпускник должен иметь профессию. Работать по своей профессии и параллельно учиться высшему профессиональному образованию. Почему? Никто не запрещает заочно учиться. Да. Ведь если он даже будет призван в ряды советской армии, российской армии, он же не с автоматом бегает, он, имея профессию, где-то там легче ему будет. Ведь имея высшее профессиональное образование, он уже на офицерскую должность пойдет. Вот продумывать дальше. Поэтому, мне кажется, в основном тут надо больше всего работать не столько с молодежью, сколько с родителями. Да? Нам надо психологию как-то перестроить. Мустафа Туганович, будем надеяться, что безработные жители нашей республики все же посмотрят эту программу и решат для себя, куда все-таки трудоустроить своего ребенка и что лучше будет, конечно же, в первую очередь для них. Я благодарю вас за то, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на все наши вопросы. Уважаемые телезрители, не переключайтесь и оставайтесь на канале Магаз.